Обгоревшая мебель, детская кроватка и выгоревшая люлька полугодовалого младенца. Еще накануне вечером семья Олеговых не подозревала, с чем придется столкнуться этой ночью. По версии спасателей, произошел хлопок газовоздушной смеси, в результате которого пострадали мать и 3 детей. В 3 часа ночи 8 октября 2021 года в Главное управление МЧС России по Республике Ингушетия поступило сообщение о том, что в сельском поселении Кантышево, по предварительным данным, произошел хлопок газовоздушной смеси. По прибытию на место пожарно-спасательных подразделений было установлено, что в результате хлопка газовоздушной смеси пострадало 4 человека, из них 3 детей. Пострадавшая в момент госпитализации в больницу с множественными ожогами сумела поделиться подробностями той ужасающей ночи со своими родственниками. Благодаря им стало возможным восстановить картину произошедшего. Со слов родственников семьи Олеговых, уложив детей по кроваткам, женщина решила погладить вещи. Но как только включила утюг, со всех сторон комнату охватил огонь. Хлопок был такой силы, что даже приподнял крышу дома. Услышав шум и крики раненых, на помощь Олеговым сбежались соседи и родственники. Один из первых на помощь пострадавшим бросился Ислам Цуров. Молодой человек вспоминает, тушили огонь и вытаскивали горящую мебель на улицу. Во дворе домовладения даже остался след от сгоревшего матраса. сразу машина халатя там ханри кол хейсон уже ханки машина вот сразу сол халвен чута укоркен киш бериш хада хадр бериш хада ха цюаеш бакш бар уже атик тревашта дож без лостебе шортик машина кашбека малите хабугер кош. 4-летнюю Софию, Саида года младше, 6-месячного Ибрагима с ожогами и травмами различной степени тяжести сразу же доставили в детскую республиканскую больницу. Дети тяжелые, находятся в отделении анестезиологии, реанимации, интенсивной терапии. На данный момент оказывается вся необходимая помощь этим детям. Ожоги доходят до 40%, это с глубиной 3А, Б степень. И, конечно же, идут ожоги дыхательных путей. Один из детей находится на аппарате искусственной вентиляции легких. Самый младший, у него ожоги меньше всего, ребенку 6 месяцев. Ну, надеемся, что и глубина ожогов небольшая, что он выйдет из этого состояния быстрее всех. Олеговы готовились сегодня встречать после выписки отца семейства, который ранее был госпитализирован с подтвержденным тестом на ковид. По словам родственников, почти похожая ситуация случилась с ними полгода назад. Тогда члены семьи с отравлением угарного газа также были госпитализированы в больницу. Сейчас место оцеплено газовиками, и до выяснения обстоятельств комментировать причину хлопка не стали. На место происшествия для координации действий специальных служб и правоохранительных органов выезжал и прокурор республики Андрей Васильченко. В ходе проверки прокуратурой будут установлены все обстоятельства и причины случившегося, а также проверено соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасного использования и содержания газового оборудования. При наличии оснований прокуратурой будут приняты меры прокурорского реагирования. В результате проверки прокурором республики взяты на личный контроль. Всю ночь на месте ЧП работали и спасатели, устраняя возможные причины последующего возгорания. Материальный ущерб семье причинен колоссальный. Помимо ремонта комнат, закупки новой мебели, придется восстанавливать и пришедшую в негодность кровлю домовладения. Адам Мережков, Акрамат Дасхоев. Новости 24.